строго по сценарию, сказали, к окончанию ролика нужно оказаться на сцене. Всех вас приветствую, всех вас очень приятно видеть. Выражаем благодарность за то, что нашли время, нашли возможность прийти. И хотелось бы поздравить с наступлением великого праздника, который продлится в течение всего месяца. Это великая возможность для того, чтобы во многом измениться в лучшую сторону, с тем, чтобы то или иное в себе подкорректировать, эти корректировки, чтобы стали частью нашей сути. Было сказано очень много полезного, очень много важного, значимого и вообще в целом, и о месяце Рамадан. За это, наверное, не буду повторяться. Хотелось бы просто сказать, что в течение 30 дней этот шатер будет открыт для всех. Я думаю, мы с вами будем часто видеться, и я думаю, будет возможность еще выступить, о чем-то рассказать. Приходите, приводите своих близких, но очень важно, наверное, вот тот момент, который мы увидели в ролике, когда мы смотрели ролик про волонтеров, то многое, что говорилось, и сам проект шатра, знаете, в основное, чему он должен нас учить, с точки зрения меня, чему учит нас шатер Рамадана. Уметь давать. Не брать. В большей степени мы поглощаем. Мы многое хотим получить и даром. Но месяц Рамадан и шатер Рамадана учит нас давать. Давать безвозмездно. Давать во имя Всевышнего. Давать во имя своей вечности. Давать во имя своих обителей. Важно этому научиться и частичку себя или того или иного, что мы имеем, дать другим. Всех во благо, всего самого лучшего. Мой мозг прямо весь сверкает от того многочисленных назидательных строк и моментов сегодняшнего вечера. Очень много назидательного, положительного, позитивного. В том числе, когда зачитывались слова президента, не знаю почему, именно вот представитель администрации президента по внутренней политике, когда он говорил, мне почему-то всплыл образ одной женщины. Мы летели из Бишкека, буквально на днях, я возвращался из Бишкека, 4 с лишним часа перелет, и видел там женщину, видно было, и по ней она уже в возрасте, но такая стройная, худощавая, пожилая, ветеран войны, и в какой-то степени даже мне было так лишний раз поднять, как-то мы так недалеко находились, и поднять взгляд на нее, не знаю, стеснение или еще что-то. То есть человек, который прошел войну, очень уже пожилая, но в то же время живая и, не знаю, как это передать, такое выражение лица, какое-то глубокое спокойствие, где-то радость малому. И она сама, видно по чертам лица с Бишкека, но, возможно, по каким-то вот вопросам, связанным с Днем Победы или еще что-то, летела в Москву. В контексте месяца Рамадан, возможно, вы часто слышите, что на сегодня мужчины очень часто после 40, после 50 быстро покидают этот мир. Кто-то после 70, но вопрос в том, что мы оставим в этой жизни. И подобные мероприятия, как шатер Рамадана, мы пересекаемся в них. Мы радуемся, видя друг друга. Но в то же время, потом уже вечером, все последующие дни мы возвращаемся в процесс реализации собственной истории, собственных шедевров, если они есть. Одно, когда я слышу те или иные интриги, те или иные сложности, те или иные какие-то, как один человек на днях мне сказал, вот этого продвигают, этого тормозят, этого мешают. Ну, Шемик, ты же знаешь, разделяй и властвуй. С одной стороны, мы теряем большое количество людей принципами разрушительными для нашего общества. Разделяй и властвуй. С другой стороны, мы теряем большой ресурс человеческий из-за алкоголя или наркомании. Как я часто говорю, на сегодняшний день все выше и выше поднимаясь в жизни, с точки зрения развития личности, конкуренции становится очень мало.
30, 40, 50 огромное количество людей. Кто-то из алкоголя, кто-то из-за разгульного образа жизни, кого-то разрушает его же материальный достаток. Они выбывают из нашего общества с точки зрения созидательных шедевров. И очень часто люди, в том числе материально, высокого материального достатка, политики в том числе, они теряют себя как ту часть, элемент общества, которые должны быть очень примерными с точки зрения, как было сказано президентом, создания общества, где присутствует не правило «разделяй и властвуй», а правило «созидай и вложи как можно больше в свою страну, в ее развитие». Это очень важно. И поэтому, даже на днях услышав это от одного из людей, в том числе государственных, что вот, сам же знаешь, Шамиль, разделяй власть, мне это запало как гражданину РФ, Российской Федерации, не очень приятно. Но я понимаю, что за других людей я не отвечаю. Я отвечаю за себя. И неважно, имам ли, мечети я, да, то есть в любом случае это шаг моего руководителя непосредственно, который в свое время назначил меня имамом этой мечети. Но жизнь любого из нас это 24 часа в сутки. Неважно, мы на сцене, мы засыпаем вечером или просыпаемся утром, те мысли, как было сказано, про душу и воду, но те созидательные мысли вокруг наших проектов, которые есть. У нас 140 миллионов, даже когда летел из Бишкека, я задумался, сколько людей знают русский. Проводил семинар на 1000 человек в Бишкеке, люди говорят на русском. Я татарин по национальности, да, но все-таки и говорю на татарском, и мои дети говорят на татарском, все 5, но русский язык объединяет очень большое количество людей. И бывший Советский Союз в значительной степени смотрит на Москву и Россию. И если среди нас, в том числе государственных деятелей, неважно какого ранга, будут правила такие, как интриги, разделяй и властвуй, это очень разрушительно для нашего общего, как российского, так и русскоязычного мира. Мы очень должны четко понимать, что как шедевр, череда шедевров каждого из нас отдельной личностью, точно так же есть люди, которые и государственно, и с точки зрения религиозно назначены имам, в том числе, например, как должность пророя, у нас есть функция объединять разных людей, не разъединять и властвовать, объединять людей разных национальностей, разных культур, разных возрастов, и чтобы через 10, 20, 30 лет, их сколько там, 50, наши дети или наши внуки, летя вместе с нами пожилыми 90-летними, они видели в нас элемент вот этой вот общности, уважения к русскому языку, к России, потому что в этом пространстве оказалось очень много людей, которые не столько думают за себя, за свою должность или кресло, сколько думали о том, чтобы оставить после себя, объединить как можно большее количество людей вокруг каких-то созидательных идей и оставить после себя личные, в том числе, шедевры. Поэтому Рамазан для меня это еще большая жесткая самодисциплина. Я надеюсь на божественное благословение. В первую очередь, сам буду для этого стараться, и каждому из вас желаю, чтобы мы успели очень многое сделать и в контексте земного и вечера. Что касается мне, как человека, прямое отношение имеющего к Совету улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации, упомяну, потому что сейчас много об этом спрашивают. У нас ежегодно так бывает, то что сегодня или завтра ли начинается месяц поста. И в Фейсбуке на своей страничке, и в любом случае в книге в свое время о всем мусульманском посте. Очень важный момент. Нужно прислушиваться к местным религиозным авторитетам, муфтиям, руководителям. Нашим непосредственным руководителем является муфтий шейх Равиль Гайнуддин. Безусловно, он анализирует информацию самую разную, с разных стран, разных, в том числе люди, входящие в Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации. И нужно тонкость, почему? Когда люди, обычные верующие, говорят, ну вот, а почему это разница? Надо там единство и так далее. Поймите, нас, мусульман, очень много. Порядка 1,5 миллиарда.
Мы населяем этот мир, эту планету Земля со всех ее сторон, она круглая. И в том числе, да, Рамазан по лунному календарю начинается в ночь сегодня на завтра. Даже уже 21:00 по расчетам уже 0,3% новой луны появляется. Но почему некоторые сместили на 17-е? 17-го уже будет 4% появления новой луны. То есть уже совсем очевидно. Поэтому и тот, и другой вариант, 16-го, 17-го, они канонически верны. Акценты сделаны на разной степени появления новой луны, а вот определяют уже местные муфти, духовные авторитеты, в зависимости от регионов, стран, говорят, вот именно на это делаем акцент, именно на это. Поэтому в том числе наш непосредственный руководитель, муфти шейх Халид Мухаммед, и все, что было до этого, как раз все вот эти расчеты, у нас завтра первый день поста, сегодня первый таравих, и всем, да, вот расцветать, но в первую очередь давая вот эту вот красоту нашего расцвета и аромат нашего расцвета другим. Альхамдулиллахи.